Таджикской армии 29 лет. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как власти заявляют о достижениях, а правозащитники о дедовщине и облавах. Подписывайтесь на наше обновление, точно будете в курсе всего самого интересного. 29 лет назад были созданы вооруженные силы Таджикистана. Национальная армия была создана в годы гражданской войны за счет вооруженных формирований Народного фронта, которые воевали против вооруженной оппозиции. Власти заявляют, что за 3 десятилетия вооруженные силы настолько окрепли, что способны защитить страну от любых внешних угроз. Местные правозащитники тем временем говорят о многочисленных проблемах таджикской армии, от облав на молодых людей призывного возраста до дедовщины и неуставных отношениях в воинских частях. 23 февраля в Кахи-Вагдад в Душанбе состоялось торжественное собрание, посвященное 29-летию вооруженных сил Таджикистана. Выступая перед участниками собрания, президент Эмомали Рахмон заявил, что с учетом сложной и непредсказуемой ситуации в регионе и нарастания современных угроз и вызовов, в том числе терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков и оружия, киберпреступности и другой транснациональной организованной преступности, а также доступа террористических группировок к современному оружию, правительство осуществляет все необходимые меры для повышения уровня боеготовности вооруженных сил и укрепления оборонной мощи страны. Однако местные эксперты считают все это недостаточным. Вооруженный конфликт на границе с Кыргызстаном показал, что Таджикистан должен увеличить финансирование своих вооруженных сил, говорит таджикский конфликтолог Парвиз Муладжанов. По его словам, в прошлом году военный бюджет Кыргызстана увеличился в 6-7 раз. Кыргызстан активно вооружается. Таджикистану также следует заниматься этим не для войны, а для того, чтобы силы с соседями были равны, пояснил Муладжанов. Согласно всемирному рейтингу военной мощи, опубликованной в октябре 2021 года, из 146 стран мира Кыргызстан занял 93 место, а Таджикистан 99. В июле прошлого года в связи с неспокойной обстановкой в соседнем Афганистане, где талибы захватили одну провинцию за другой, в Таджикистане прошли самые масштабные в истории страны учения. Участниками сборов по всей стране стали более 100 тысяч солдат и офицеров Минобороны, Национальной гвардии, МВД, Государственного комитета национальной безопасности и других силовых структур, а также порядка 130 тысяч резервистов национальной армии. Были задействованы имеющиеся в арсенале таджикской армии вооружения, бронетехника, боевая и транспортная авиация, артиллерия, а также транспортные средства. Тем временем все эти годы местные правозащитные организации говорят о многочисленных проблемах национальной армии, от облав на молодых людей призывного возраста до дедовщины и неуставных отношениях в воинских частях. Замира Шарипова, мать молодого парня призывного возраста, наслышана о насилии и неуставных отношениях в воинских частях и поэтому не желает, чтобы ее сын служил в армии. «Я не хочу, чтобы моего сына пытали и избивали, тем более, что у него проблемы со здоровьем. Все матери хотят, чтобы их сыновья-солдаты вернулись домой живыми и здоровыми», — сказала она. А как вы относитесь к армии нашей страны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Адвокат Дилшот Джураев говорит, что каждый год весной и осенью люди жалуются на то, что их детей насильно забрали служить в армию. С облавой, по его словам, можно покончить только в случае, если власти сократят срок службы по призыву с 2 лет до 1 года. Ранее общественные организации и некоторые депутаты парламента неоднократно предлагали сократить срок службы до 1 года, но власти сочли это нецелесообразным. «Я уверен, что с сокращением срока воинской службы до 1 года никаких проблем с призывом в армию больше не будет», — говорит адвокат. С 2021 года по новому закону о прохождении воинской службы введена и альтернативная служба, при которой молодые люди, которые не хотят служить в армии, могут отслужить месяц и, оплатив 420 расчетных показателей, государству получить военный билет, став при этом резервистами. Но несмотря на введение такого платного альтернативного вида службы в армии, в прошлом году очень много было жалоб на облавы и рейды. Некоторые собеседники считают, что Таджикистан нуждается в профессиональной армии, однако, по словам член-корреспондента Академии геополитических проблем Российской Федерации, бывшего замглавы Генштаба Вооруженных сил Таджикистана генерал-майора в отставке Акбара Каюмова, у Таджикистана нет необходимых средств для создания профессиональной армии. Власти Таджикистана на фоне событий в соседнем Афганистане, где к власти пришло радикальное движение «Талибан», заявляют, что вооруженные силы страны способны противостоять любой внешней угрозе. Однако таджикистанцы считают, что защитить страну от угроз с юга возможно только с помощью стран-участников Организации договора о коллективной безопасности. А как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!